Добрый вечер. В эфире «Спектр», новости Тольятти. В студии Валентина Белова. В Тольятти появился еще один город-побратим. Новое место Республика Словения своими стратегическими интересами и экономическим развитием схож с Тольятти. Именно там расположен один из заводов группы компании «Рено». Теперь у Тольятти и нового места единые цели и задачи. Подробнее расскажет Наталья Корсакова. Некоммерческое партнерство «Русско-славянский клуб предпринимателей» было создано в Тольятти в 2011 году. Основной задачей партнерства является содействие экономическому и культурному обмену между Самарской областью и Республикой Словения. На сегодняшний день в Словении работает около 100 поставщиков, чья продукция востребована ведущими мировыми автомобильными компаниями, в том числе и «АвтоВАЗом». На сегодняшний день в составе клуба 66 компаний и физических лиц, 43 резидента Российской Федерации, остальные резиденты Словении. Это представители, так как Словения экспортно-ориентированная страна и большой процент в составе экспорта Словении занимает автомобильная промышленность, то, конечно, большую часть нашего клуба составляют компании, производители автокомпонентов. Ключевым вектором взаимодействия Самарской области и Республики Словения на нынешнем этапе сотрудничества является работа в сферах автомобильной промышленности, энергосберегающих технологий, инжиниринга. План достаточно амбициозный. Тоже клуб получил субсидию агентства «Спирит», «Спирит Словения». Для своей успешной работы в прошлом году получили субсидию на дальнейшее развивание клуба. В результате работы Русско-славянского клуба предпринимателей в Тольятти созданы 3 российско-славянских совместных предприятия. Создана система взаимодействия технопарка «Жигулевская долина» с технопарком города Любляна, Словения. Самарская область готова развивать сотрудничество со Словенией и в таких сферах, как образование, культура и туризм. Также в планах у нас проведение каких-то гастрономических встреч, когда мы будем рассказывать о каких-то страноведческих вещах, связанных со Словенией, потому что Словения это вино, это вкусные виноградники, это великолепная кухня. Поэтому вокруг этого сюжета мы также планируем преподносить нашим жителям какие-то новые интересные вещи. Наталья Корсакова, Вячеслав Праслов, служба информации ВАЗ-ТВ. И на этом у меня вся информация. Смотрите программу «Спектр» в интернете. Адреса вы видите на своих экранах. Также заходите на нашу официальную страницу ВКонтакте, делитесь вашими новостями и становитесь героями наших сюжетов. Звоните к нам в редакцию по телефону 958 600. Далее корпоративная информация. В студии работала Валентина Белова. Спасибо, что были с нами.